Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Покусаться на жизнь. В республике 356 человек пострадали от укусов клещей. Высокий сервис. Якутия вошла в топ по итогам мониторинга качества оказания государственных и муниципальных услуг. Жаркая пора поступления. Северо-Восточный федеральный университет начал приемную кампанию. Расскажем об этом более подробно. Первый сезон детей со всей республики. Наши коллеги поведают о работе летнего лагеря «Энергетик». По старым правилам до 2 поражений. В республике стартовал турнир по вольной борьбе в честь олимпийского чемпиона Павла Пенигина. Наиболее сложная и опасная обстановка по пожарам сейчас в Алданском, Усть-Майском и Мирнинском районах. Сопряжена она с большими территориями. Об этом сообщил во время совещания оперативного штаба первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников. Действия по многим пожарам приостановлены. Решения по тушению будут приниматься по мере возможности освобождения сил, подчеркнул первый вице-премьер. На сегодняшний день на территории республики действует 58 лесных пожаров. В Якутию уже прибывают силы с Приморья, Хабаровска. Заявки отправлены в Забайкалье и Бурятию. Напомним, что указом Айсена Николаева 28 июня введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Особый же противопожарный режим действует на всей территории республики. За сутки обнаружено 2 лесных пожара. Всего действует 58 пожаров на территории 29 га. Из них тушится 18 пожаров. 40 пожаров пока приостановлены. Приостановлены в связи с тем, что по всей территории республики идет большая грозовая активность и, скажем, быстрое, моментальное сбрасывание сил вертолетами, авиацией наших лесопожарных сил не получается. В том числе вывод тоже задерживается из-за этих причин. В Якутии работают 272 сотрудника Федеральной авиалесоохраны. Они задействованы в тушении пожаров на труднодоступных территориях. Из-за удаленности пожаров, возникающих по причине гроз, при тушении специалисты проводят взрывные работы при прокладке опорных заградительных полос. Тушение таким способом проводится в настоящее время в Ленском, Алекминском, Сунтарском, Усть-Майском, Алданском и Нерюнгринском районах. 27 июня в Ленске не прекращался сильный ливень. Город буквально тонул в воде. От порывов ветра частично возникли перебои со светом. По центральной улице Ленина было сложно проехать даже внедорожникам. Во дворах многоквартирных домов образовались озера, подъезды тоже залило дождевой водой. Частично пострадала и дамба. В некоторых местах ее размыло. На сегодняшний день почти все работы по устранению последствий закончены. Тем временем более 350 якутян пострадали от укусов клещей. Наибольшее число нападений фиксируют в Ленском районе. Всего по Якутии отмечено 356 человек. Среди пострадавших 91 ребенок. Наибольшее число нападений в Ленском районе – 143, в Алданском – 86 и в Нерюнгринском – 47. Немало случаев и в Алекминском районе – 24, в Якутске – 23 и в Сунтарском – 15. Также за медпомощью после укуса клеща обращались жители Хангаласского, Мирнинского, Вилюйского, Чурапчинского, Верхневилюйского, Мегино-Кангаласского и Горного районов. В Алданском районе, кроме пожаров, еще одна проблема – участились случаи нападений клещей. В настоящее время более 70 пострадавших. Это почти столько же, сколько за весь предыдущий период. Подробности в следующем сюжете. Как кусаются клещи? Наступившим летом узнали более 70 алданцев. По сравнению с прошлым годом количество случаев нападений кровососущих значительно возросло. На сегодняшний день зарегистрировано 76 нападений клеща на человека, в том числе на 16 детей. К сожалению, начинают регистрироваться случаи нападения клеща на человека уже в черте населенных пунктов. Например, в Алдане, в Тамоте, в Куранахе, в Ленинском, на Тамараке, на Тобуке. За весь период прошлого года было всего 89 нападений, сегодня уже 76. То есть вкратно увеличилась активность клещей. Ну и в первую очередь сейчас это связано с теплой погодой.
Клещи являются переносчиками множества заболеваний. К наиболее серьезным относятся боррелиоз и энцефалит. Последствия укуса маленького кровопийцы могут быть фатальными, приведя к гибели или глубокой инвалидности. К сожалению, только один человек из 76 был ранее привит, и для того, чтобы получить нормальный уровень иммунитета, необходимо прививаться примерно в апреле, в марте. Населению хотелось бы порекомендовать избегать открытой одежды и проводить поменьше времени на природе. Максимально эффективной защитой от укуса клеща остается прививка. Двукратная инъекция ставится с интервалом в 30 дней. Иммунитет вырабатывается спустя несколько недель. Невакцинированным гражданам остается уповать на неспецифические меры профилактики. А в случае нападения клеща им проводится экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. Как и раньше, направляются в лабораторию. На сегодняшний день находок, то есть положительных результатов на энцефалит, не обнаружено. Следующая партия уже готовится к отправке. Иммуноглобулин в достаточном количестве. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты подчеркивают, самостоятельно извлекать паразита из-под кожи нельзя. Если кровососущий инфицирован, заражение неминуемо. В случае обнаружения на себе клеща необходимо обратиться в больницу для своевременной иммунопрофилактики. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в республике составляет 122 270 единиц. Это основной показатель национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. По поручению главы Якутии успешной реализации нацпроекта в республике направлено особое внимание. Малый и средний бизнес в республике пользуются комплексной государственной поддержкой, системой субсидирования и льготами. Пособие по безработице для предпенсионеров повысят. Документ уже одобрен Российской трехсторонней комиссией. Так, предпенсионеры, признанные безработными до конца 2018 года, смогут подать заявление на повышение пособия по безработице. Такое право они смогут получить после принятия законопроекта, подготовленного Минтрудом. Как пояснили в Минтруде, сейчас размер пособия по безработице предпенсионерам, признанными безработными в 2018 году, не превышает 8 тысяч рублей, в то время как предпенсионеры, признанные безработными уже в 2019 году и далее, получают повышенное пособие от 11 300 рублей. Конституционный суд посчитал такое положение дел несправедливым и несоответствующим Конституции. Предполагается, что перерасчет пособия по безработице будет производиться по заявлениям граждан. С 1 июля меняются размеры комиссии на плату за капитальный ремонт в многоквартирных домах у агентов по сбору платежей. 3 способа оплаты остаются без комиссии. Это через кассы отделений Почты России, через терминалы и мобильное приложение Газпромбанка и через сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов республики. Жители Якутии могут узнать информацию о капитальном ремонте своего дома посредством бота-мессенджера. Он поможет выяснить сумму задолженности, получить справку для предъявления по месту требования, узнать о сроках капитального ремонта дома и многое другое. Правительство России расширяет программу дальневосточной ипотеки. Теперь получить льготный кредит под 2% годовых смогут медики и педагоги, проработавшие в регионе не менее 5 лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава Кабмина напомнил, что проект, действующий уже более 2 лет, доступен для молодых семей, а также получателей дальневосточных гектаров и участников региональных программ трудовой мобильности. Им уже воспользовались свыше 40 тысяч граждан. Теперь дальневосточная ипотека будет распространяться и на специалистов медицинских и образовательных организаций, при условии, что они проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее 5 лет. В Якутске состоялась пресс-конференция о современных возможностях медицинской реабилитации пациентов различного профиля. Мероприятие проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию Республиканской клинической больницы номер 3. В конференции принимали участие ведущие реабилитологи Республики Татарстан. Участники обсудили вопросы развития системы медицинской реабилитации Якутии, новые подходы к людям после инсультов, инфарктов и различных травм. Специалисты, в свою очередь, делились личным опытом и рассмотрели актуальные проблемы.
Медицинская реабилитация, она сейчас очень масштабно развивается. В таких странах, Европы, Америки, да, она уже давно существует. Вот именно в России она очень хорошо, быстро развивается. Вот где-то несколько лет. И с 2021 года у нас действует новый порядок, 788, по которому мы все должны работать. Нам очень важно, чтобы приехали ведущие реабилитологи, да, и показали нам, как работать, потому что тут не только клиническое мышление нужно, и вообще развивать реабилитацию в республике в целом. В целом, по итогам мониторинга качества оказания государственных и муниципальных услуг за прошлый год Якутия вошла в топ-15. Республика заняла 11 место в рейтинге по России. Уровень удовлетворенности качеством госуслуг граждан увеличился с отметки 50% до более чем 90%. А показатель по количеству обращений в центры госуслуг по всей России составил более 100 миллионов обращений. Центр «Мои документы Якутии» принял участие во всероссийской конференции о трансформации госуслуг в формате 24/7. Из дальнейших перспектив по развитию многофункциональных центров в России озвучены планы по закрытию отделений в районах, где население менее 10 тысяч человек, и перевод таких офисов в формат выездного обслуживания. А уже через пару дней стартуют вторые международные интеллектуальные игры в Якутске. В этом году примут участие более 700 обучающихся и более 200 сопровождающих, тьюторов, экспертов из 17 стран и 13 регионов России. Торжественное открытие игр намечено на 1 июля в Якутске. Как отметил глава региона Айсен Николаев, подготовка кадров для научно-технологического развития страны должна начинаться с раннего возраста, со школьной скамьи. И международные интеллектуальные игры создают для этого базовые условия. Капитальный ремонт проведут еще в 46 школах, 18 районах Якутии и столицы республики. Все они прошли дополнительный отбор Минпросвещения России для получения федеральной субсидии в следующем году. Как отмечал Айсен Николаев, программа капремонта школ является важнейшим проектом укрепления материально-технической инфраструктуры и модернизации образовательных организаций, которую необходимо реализовать максимально эффективно и качественно. Республика получит средства на ремонт еще 46 школ в 18 районах и Якутске, включая арктические районы. Это значит, что капремонт проведут не в 58, а в 104 школах. В Северо-Восточном федеральном университете продолжается прием документов по более 160 образовательным программам. Также в этом году объявлен набор на свыше 20 новых направлений бакалавриата, специалитета и магистратуры. На 22-23 учебные годы вузу выделено около 4500 мест. О том, какие документы требуются при поступлении, смотрите в сюжете Светланы Амосовой. Ева Ли в этом году окончила школу и решила подать документы в филологический факультет по направлению журналистика. Сдала ЕГЭ по русскому языку и литературе. Хочет в будущем стать известной ведущей. Поступила в личность и перескочила класс. То есть я сразу в 11 класс после 9 пошла. И у меня как бы так сложилось, что я прямо хорошо начала писать эссе, там все такое. И поэтому такая, журналистика, читала много такая. Думаю, я смогу. Сдала экзамен, аттестат хороший, решила в СУФУ поступить. На сегодняшний день в Северо-Восточный федеральный университет заявление подали более 800 абитуриентов по программам высшего и среднего профессионального образования. В этом году у нас все списки поступающих, они у нас идентифицируются по СНИЛСам, то есть у нас никаких пофамильных списков, пофамильных сведений о зачислении не будет. То есть они будут смотреть свой СНИЛС и смотреть, какие у них результаты ЕГЭ, на каком месте они стоят в конкурсных списках. И таким образом они будут себя идентифицировать. И это получается во всех вузах Российской Федерации. При подаче заявления абитуриенту необходимо иметь с собой паспорт, аттестат об окончании школы или диплом о среднем или высшем образовании, а также фотографии 3×4. Она в этом году закончила, это значит...
В автодорожном факультете в этом году открылась новая специальность – машиностроение. Всего выделено 20 мест на платной основе. Срок обучения – 4 года. При поступлении требуются результаты ЕГЭ по русскому языку, математике, физике или информатике. А для тех, кто поступает после среднего профессионального образования, будет вступительное испытание, собеседование и экзамен по русскому языку. Это у нас совместная программа с Шостским техническим университетом. Вот там, получается, они учатся 2 года здесь, и 2 года уже обучаются в городе Ош. Там же проходит стажировку в южнокорейской компании Daewoo. Медицинский институт является самым востребованным учебным подразделением. Наивысший конкурс на специальности лечебное дело и стоматология. На 2-м месте Институт математики и информатики, затем финансово-экономический институт и юридический факультет. Приемная кампания по направлениям бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля в главном учебном корпусе. Ну а с 1 июля начнется прием заявлений на магистратуру и ординатуру. Светлана Амосова, Владимир Павлов, Якутск. В Якутске в культурном центре «Сергелякские огни» состоялось вручение красных дипломов лучшим выпускникам Северо-Восточного федерального университета. Впервые с начала пандемии коронавируса студенты торжественно получили документы о высшем образовании. В этом году обучение окончили более 3400 выпускников по всем уровням. 356 из них – обладатели дипломов с отличием. Также отличники получили серебряный нагрудной знак с буквами университета. Мы очень рады, что сейчас собрался полный зал ждущих получения красного диплома. Для нас это очень радостный момент. Что хотел бы пожелать своим выпускникам, нашим выпускникам, конечно, больших успехов. И надеюсь, те знания, которые они получили в стенах родного университета, им пригодятся в дальнейшей жизни. И, конечно же, вот все работодатели, или куда они пойдут работать, если оценят все навыки, знания, умения, которые получают наши выпускники, для нас это будет высшая оценка и большая похвала. Минские 11-классники получили аттестаты об успешном окончании школы. Во всех школах района выпускникам торжественно вручили один из главных документов. В этом году аттестат зрелости получили 378 выпускников. Это жители Мирного, Айхала, Удачного и других поселений Мирнинского района. Все ребята успешно закончили 11 классов. Среди экс-школьников есть и те, кому вместе с документом об образовании вручили золотые и серебряные медали. Таких в районе 25 человек. А в Арктическом государственном институте культуры и искусств началась школа молодого журналиста. Она будет длиться 2 дня. В первый день пришедшие студенты прослушали лекцию от именитого музыкального журналиста Марии Залесской. Во второй день лектор планирует провести семинар. Школа проходит в рамках 4-го международного конгресса «Музыка для всех» как феномен современного музыкального образования России. Буду проводить мастер-класс по поводу музыкальной журналистики. Вовлечение молодежи в это нелегкое, но интереснейшее дело. Как писать о музыке, как о ней рассказывать. Потому что музыкальное образование в Якутии – это вот у нас конгресс проходил под названием «Феномен музыкального образования». Вот нужно, наверное, в идеале достичь того, чтобы он перестал быть феноменом, а стал бы повседневностью. Потому что это действительно то, на чем будет зиждется в будущем культура всей России. Якутия набирает контрактников на службу в Луганской и Донецкой народных республиках. Как отмечают сотрудники штаба по набору контрактников, желающих заключить договор много, а предложения начали поступать еще с марта текущего года. Так, отправиться на службу по контракту могут лица от 18 до 50 лет. Стоит отметить, что республика продолжает выплачивать единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей всем гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы. Настало время, покончить с этим нацизмом на Украине, потому что это наш братский народ, освободить народ Украины и тем самым освободить наших братьев, купировать опасность для Украины. В составе добровольческого отряда я в ближайшее время выеду в зону специальной военной операции.
Республиканский фестиваль «Семья года» будет посвящен Году матери. В течение июня в Нерюнгринском районе проводят муниципальный заочный этап конкурса. В этот раз определены 6 номинаций. Первая – «Семья-хранитель традиций». Это участники, хранящие традиции национальной культуры, обычаи и передающие их своим детям. Вторая номинация – «Многодетная семья», воспитывающая 3 и более детей. Также семья кочевая и семья сельская. В номинации «Золотая семья» принимают заявки от супругов, которые прожили в браке более 30 лет. Приемная семья – это те, кто воспитывают более 5 лет, 3 и более детей. Есть один критерий, который очень важен, который оценивает жюри конкурса. Это, конечно, вклад семьи в развитие района, региона, города. И как раз именно умение передать своим детям, воспитать семейные ценности, привить нравственные качества. Уже 54 года в Якутске ведет свою работу лагерь «Энергетик». Так, 15 июня начался первый сезон лагеря, который называется «Я познаю Россию». Сейчас там отдыхают более 200 детей со всей республики. Насыщенная программа включает в себя различные мероприятия, спортивные кружки и конкурсы. Подробности в следующем сюжете. Наш регион! Якутия! Наш девиз! Земля бескрайняя, все России, суровый белый кругом леса. Моя Якутия, моя Якутия, моя республика Сахар. Именно так начинается каждое утро в лагере «Энергетик», который находится на 16-м километре Покровского тракта. Территория лагеря занимает 14,5 гектаров в густом сосновом бору. Здесь дети могут не только интересно провести свой летний отдых, но и заодно насладиться природой и отдаленностью от городской суеты. Организаторы подготовили для детей множество разных конкурсов, кружков, спортивных состязаний и других интересных мероприятий. На данный момент прошли у нас такие мероприятия, как конкурс патриотической песни, конкурс сказки, танцевальные конкурсы. Отряды у нас переименованы в регионы, то есть каждый отряд – это регион России, например, как Татарстан, Бурятия, Башкирия и так далее. В лагерь со всех уголков республики съехались 206 детей с 7 до 16 лет. На территории есть множество различных игровых и спортивных площадок, веревочный парк, бассейн. Дети разместились в 6 благоустроенных жилых корпусах. Многие приезжают сюда уже не первый раз. Езжу сюда уже, получается, каждый год, потому что здесь интересные мероприятия, веселые вожатые. Мероприятия мне нравятся больше, чем в других лагерях, потому что они интереснее и, скажем так, сложнее, к ним интересно готовиться. Здесь очень дружелюбные вожатые, с ними можно поговорить. Также я общаюсь не только со своим отрядом, но и с другими, потому что, несмотря на то, что мы конкуренты, мы все равно общаемся, дружим друг с другом. Для детей организован не только досуг, но и познавательные мероприятия. Ребят вывозят в город на различные экскурсии. А сегодня в лагерь приехали сотрудники ГИБДД провести лекцию о правилах дорожного движения. Они напомнили детям о том, что пешеходный переход нужно переходить только пешком, но никак не перебегать или ехать на велосипеде. Мы совместно с коллегами проводим профилактические занятия по правилам дорожного движения. Напоминаем детям о соблюдении правил дорожного движения. Именно по велосипедам. Правилам дорожного движения пешеход должен пройтись именно пешком, то есть взять велик на руки, пройтись именно пешком по пешеходному переходу. В лагере ведется бальная система. Каждый день оценивается чистота корпуса и активность каждого отряда в утренних и вечерних мероприятиях. Ну а в конце сезона определяется победитель. Мария Кардашевская, Павел Пахомов, Якутск. Глава Якутии встретился с председателем Совета Ассамблеи народов России Светланой Смирновой. Гостья высоко оценила уровень и особую значимость международных мероприятий, которые в эти дни проходили в Якутске. Это и первый форум соотечественников якутян, а также международный фестиваль высокой моды «Этноэрата». Она передала главе идею о создании международного центра этномоды в Якутске, которая была озвучена участниками фестиваля. Также Светлана Смирнова пригласила республику принять участие в Днях Ассамблеи народов Евразии. Они проходят в разных странах мира. В ближайшие дни Ассамблеи планируют проводить в Узбекистане, Египте, Анголе и Вьетнаме.
Якутянка Надежда Татарченко вошла в олимпийский рейтинг дзюдоиста IGF. Спортсменка Татарченко выступила в рейтинговом турнире «Большой шлем» в Монголии. Российская команда приняла участие в соревновании в нейтральном статусе и под флагом Международной федерации дзюдо. Якутянка, как рассказал тренер сборной Дамдиндорж Гамбадорж, показала хорошие результаты. Несмотря на сильнейшую конкуренцию, она вошла в олимпийский рейтинг Международной федерации дзюдо. С 27 июня по 2 июля в республике проходит 19-й международный турнир по вольной борьбе среди юношей в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Европы и СССР Павла Пенигина. Подробности спортивных состязаний смотрите далее. На этих коврах борются юные спортсмены со всех регионов России и из-за рубежа и покажут свою силу и мощь. Несмотря на свой юный возраст, спортсмены показывают свой профессионализм. И скоро мы узнаем, кто же станет чемпионом. И надеемся, что этот турнир подтолкнет к Олимпийским играм. Спортсмены вновь вступили на международный ковер после двухлетнего перерыва. Участие примут 586 борцов из Казахстана, Монголии, Беларуси, Еврейской автономной области, Забайкальского края, Ингушетии, Иркутской области, Бурятии, Приморского края, Амурской области и Якутии. Международные игры дети Азии всегда олимпийцы выходят. И вот первый этап, вот они здесь борются. Они друг другу проверяют, учат общение. Главное здесь не только борьба, а общение друг с другом, дружба. Команда из Казахстана состоит из 7 лучших борцов. Участники отмечают, высоко оценивают организацию приема гостей и самого турнира. Надеются, что на якутском ковре покажут все свои возможности. В этом году третий раз приезжаю. С каждым разом все больше детей начал привозить. На этот раз я 7 детей привез. Впечатление, конечно, очень хорошее, очень уровень турнира на высоком уровне. Оформление зала просто супер. Турнир Пенигина, который проводится уже 19-й раз, является стартовой площадкой для выявления юных талантов спорта. Главный тренер Беларуси Виктор Середа переезжает в Якутию уже 3-й раз. Я здесь сам 3-й раз. Я приезжал сюда, участвовал. У вас каждый год проводится турнир Коркина. Я приезжал сюда в качестве спортсмена. Сегодня я приехал в качестве тренера. Привез детей. Да, они слышали про этот турнир, и они знают, что это один из сильнейших турниров, потому что этот турнир собирает очень много молодых спортсменов, очень много стран, которые приезжают сюда, участвуют. Якутские соревнования по вольной борьбе уже давно вышли за пределы России и вошли в международный календарный план. И этот турнир станет стартом для больших побед. Сергей Никифоров, Артем Алексеев, Якутск. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.